Здравствуйте, меня зовут Никитина Елена Николаевна. Вот уже 22 года, как я работаю в коллективе центральных электрических сетей. И из них 19 лет председателем первичной профсоюзной организации центральных электрических сетей. В нашей организации более 1000 членов профсоюза, и протяженность в радиусе наших цеховых отдаленных структурных подразделений иногда превышает 800 километров. Но тем не менее сама работа профсоюза важна для того, чтобы получить чуть больше льгот и гарантий, которые нам предполагает Трудовой кодекс. Понятно, что самое главное в жизни человека — это удовлетворение от его работы, от того, что он находится именно в той отрасли, которую избрал. И вот социальное направление профсоюза как раз помогает помочь. Однажды с дочкой, это был Новый год, 1994, конечно, это уже давно, но пролетели эти годы незаметно, поэтому в памяти осталось. Мы с ней гадали на Старый Новый год. Мы жгли газету. Просто праздник у нас был. И на стене упряжка оленя. А в Подмосковье оленей нет. Дочку мою зовут Юля, она говорит: мам, что-то какое-то странное, а у нас здесь тетушка вообще жила. И нас получилось так, что мы из Чернобыльской зоны, и доктор дочкина посоветовала, у нее было очень часто ангины, в месяц несколько раз. И для того, чтобы исключить, нужно было климат сменить. Так вот, мы могли сменить климат либо на Якутию, тетушку приглашала, либо в Сочи, тоже тетушку приглашала. Причем, в общем-то, одинаково хорошие тетушки. Мы оказались в Якутии, нисколько совершенно не пожалели. То есть, наверное, все-таки тоже какое-то знаковое такое было наше решение. Приехали, остались очень хорошие люди вокруг, коллектив совершенно необыкновенный. В центральных сетях просто необыкновенный коллектив. На мой взгляд, есть две стороны. Если лидер просто хочет быть лидером, наверное, ему важно разделить и властвовать. Я в качестве лидера представляю себе, что я должна объединить всех. То есть у нас очень хороший профсоюзный комитет, у нас шикарное совершенно молодежное направление, и люди объединяются в рамках организации каких-то мероприятий. И когда они получают отклик, то есть положительный момент, благодарность за то, что проводят, конечно же, это объединение коллектива. В рамках этих направлений, которые предполагает, допустим, работа профсоюза, это социальное направление, это работа с детьми, это работа по улучшению условий труда, это культурно-массовые, красивые мероприятия, потому что на уровне республики мы проводим специальные целевые мероприятия. У нас, например, был в Чурапче главный инженер. И его 5 раз избирали председателем цеховой профсоюзной организации, вроде бы руководитель. Он, правда, молодой ушел из жизни, но был совершенно неординарный человек, Кардашевский Гаврил Петрович. И в честь него в Чурапче мы проводим спартакиады по волейболу или же по нескольким видам спорта. Это в зависимости от того, какой вызов примет администрация Чурапчинского улуса. То есть там участвует улус, Наслех, Госсобрание, и наш район электрических сетей. Проходит это все достаточно интересно. И главное, что мы не забываем о тех необыкновенных людях, которые были в нашей энергетике. Это предназначение. То есть у каждого человека есть свое предназначение в жизни. Кто-то воспитывает 7 детей и считается хорошей мамой. Допустим, моя дочь иногда говорит: мама, я тебя ревную к твоей молодежи. Мама, ты мне времени уделяешь. Хотя ей уже 35 лет, и она у меня работает в правительстве в Москве, и родила мне внука недавно, совершенно чудесного. У него, кстати, тоже в этом году юбилей, 1-й. Ему исполнился годок. И самый любимый мужчина в жизни, конечно, такой голубоглазый, очень много доставляет бабушке удовольствия. Но тем не менее, предназначение, наверное, мое в том, чтобы помогать. Потому что нет возможности четкого учета, потому что это нужно записывать. А вообще в день обращений бывает 30, входящих писем 30. И если это умножить на количество дней, то это вообще очень интересно. А если человек хотя бы одному человеку можно в жизни помочь в день, то это уже, я считаю, хорошо. Искренне благодарна руководству ПАО «Якутскэнерго» и очень благодарна своим руководителям, директорам центральных электрических сетей, с которыми просто повезло поработать. Я пришла, когда руководителем был Ипатий Павел Иннокентьевич, потом был Головченко Михаил Александрович, тогда, когда избрали меня председателем
первичной профсоюзной организации. Причем была постановка вопроса об избрании на общественных началах. Но понимая вот всю работу, я до этого работала и секретарем комитета комсомола, и даже секретарем партбюро в свое время, я понимала, что либо нужно работать полностью вот на общественной работе, либо работать на производстве, потому что две работы – это невозможно, они разные. Работа председателя профсоюзного комитета, она очень прикладная. Нужно много знать, еще больше хотеть. Ну, тогда, может быть, и этому возможно научиться. А вот профессия ли это, не знаю. Скорее всего, это призвание. В формате любимых центральных сетей, значит, к юбилею, к 50-летию было написано стихотворение, которое я вам с удовольствием прочту. И если оно вам понравится, то буду очень рада. Безмолвные дали, таежные дали, лесов километры, от края до края. Но как заблудившиеся светлячки тайгу обжигают в ночи огоньки. Ведут энергетики, линии света, работают сутками, вплоть до рассвета, чтоб в каждом далеком забытом поселке играла огнем новогодняя елка. В жару и метели, в болотах и топях форсируют реки, но линии строят. Равнины и горы себе подчиняя, стоят магистрали, звенят магистрали. Чтоб были в домах и тепло, и уют, центральные сети работу ведут. 2/3 республики объединила надежная сеть электрических линий. Пусть будет оценен старицею труд людей, что нам дарят и свет, и уют. И внуки сегодняшней молодежи, конечно, придут в энергетику тоже. На самом деле вот это стихотворение меня сподвигло написать «Победа» нашей первичной профсоюзной организации в первом конкурсе, который был объявлен в 2015 году в Федерации Республики Саха-Якутия в честь Маркова. Это лучшая первичная профсоюзная организация Республики Саха-Якутия, а их больше 3000. Поэтому было очень радостно, что мы смогли вот эту награду получить. И это, конечно, благодарность нашим людям, которые, не жалея своего свободного времени, работают в общественных направлениях нашего профсоюза.